Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, Маша Калеснікава пры мікрафоне. Днямі кампанія BuyCovid-19 завяршыла актыўную фазу дзейнасці. Што гэта такое, што будзе далей і як увогуле гэта ўсё адбывалася, сёння нам распавядуць валанцёры. Андрэй Ткачоў, Анастасія Дробыш, прывітанне. Да, здравствуйте. Слухайце, у пятніцу у вас уже быў такі апошні дзень, скажем, актыўнай дзейнасці, так, як прайшлі ваши выходныя, то бок было адчуванне, што все, супер, можна там, не ведаю, поехать на Вяшу, просто классно провести час. Смотри, на самом деле история не про то, что компания завершилась, мы завершили какую-то активную фазу работы, мы убрали виджет по сбору с сайта. На самом деле работа будет продолжаться и дальше. Я думаю, что еще не одну неделю мы будем работать. У нас есть много оборудования медицинского, которое необходимо закупить и распределить по больницам. Поэтому говорить о том, что мы выдохнули, это нет, это точно нет. Але будзе такі час, калі вы выдохнете? Непонятно. Мы, как группа быстрого реагирования, быстренько сориентируемся. Если появятся какие-то новые запросы, мы на них будем отвечать. Да, о том, чтобы отдыхать, сейчас вообще речи не идет. Пока речь об этом не идет. Ну и мы думаем, что нам найдется чем заняться. Но на самом деле сейчас ситуация не такая острая. И на самом деле мы немножечко выдыхаем. Потому что предыдущие месяцы мы могли там спать по 3-4 часа, и поиски необходимых всяких защитных средств, оборудования и так далее. То есть это все работа шла круглосуточно. Поиски партнеров, поиски... Да, это был такой режим нон-стоп, всего, когда прям 3 месяца, вот за эти 3 месяца у меня выходных было, наверное, дня 2, может, или 3. И вы их спали? Да, я спал. Мы его потеряли, очень беспокоились. Да, я как-то один раз проспал, и ребята включили режим, когда думали, что все, меня нет. Слухайте, колькі увогуле чалавек удзельнічала ў ініцыятыве BuyCovid-19? Есть активная часть команды, они же координаторы, это порядка там 15-18 человек плюс-минус. Есть также волонтеры, то есть есть волонтеры, которые там транспортные, например. У нас их там в чате сколько? Ой, там около 1000 человек у нас. Да, в чате около 1000 волонтеров, которые, люди, которые готовы были помочь там руками, транспортом, еще чем-то. Вот, то есть система команды выстроена таким образом, что каждый человек приходит со своими какими-то знаниями, компетенциями, и эти знания находят применение в нашей компании. Вообще по стране это 1000 волонтеров. 1000 донатеров, которые без них вообще бы ничего не состоялось. То есть это, грубо говоря, всей страной мы работаем. Просто для того, чтобы это все было быстро, четко и поступало туда, куда остро необходимо, нужны координаторы. Это, да, вот Андрей об этой части сказал. Я начинала с организации транспортного чата. У меня там есть очень много любимых моих транспортных волонтеров, которые, у меня такое ощущение, что они просто дежурили в чате, вообще не выходили оттуда. Не успеваешь задачу запостить, все уже, я еду. Особенно у нас есть Павел один, который начинал... который 15 000 километров намотал по всей Беларуси. Вот, просто замечательный человек. И да, мы прям вообще восторгаемся. Он с Hackerspace начинал, а потом, когда Hackerspace остановил свою деятельность, он стал с нами больше ездить. Потрясающе. И он, конечно, не один такой, таких очень много. Да, и плюс в каждом регионе есть свои команды волонтеров, которые организовали самостоятельно. Мы их консультировали по каким-то вопросам, с ними координировались. То есть фактически в каждом областном центре есть полноценный штаб такой, да. Слухайте, вось глядзіце, BuyCovid, так, называецца гэта ўсё. Калі вы, напрыклад, будзеце перафарматоўвацца, гэта застанецца BuyCovid-19, ці ўсё ж будзе нейкая іншая назва? І калі, напрыклад, раптам зараз пачнецца зноў рост выпадкаў захворвання каранавіруса, ці зможа ваша каманда мабілізавацца і зноў стаць у шэрагі? І ці ўсе стануць у шэрагі? Да, конечно. На самом деле это просто был вызов времени BuyCovid. То есть пошла эпидемия, организовалась очень крутая команда потрясающих людей. И я думаю, что как только будут появляться новые вызовы, например, вот история с водой, она стала очень показательной, когда мы буквально там за несколько часов включились, запустили все свои ресурсы и сорганизовали там 10 с лишним тонн воды по больницам. Вот буквально там это произошло за считанные часы.
Ну, насчет все ли присоединяться, конечно, ответить мы не можем. Но большинство, по крайней мере, из самых активных и инициативных, они готовы, да. И есть такой оттенок легкой грусти у многих. Есть что, же. да, как это вот, ну, как мы без вас, как мы без команды, что мы будем делать. Поэтому мы, конечно, будем переформатироваться и не только, я думаю, будем по ковиду работать. Есть идеи, постараемся их воплотить. А по поводу того, что рост заболевания, он идет. Ведь Ну, сьогодні вже никуда 315 всього випадків, Ну, давайте видите? мы не будем называть, что Ну, это натурально, статистика так. официальная, и Да, мы да. ее берем в кавычки. И видите, вот я в маске. Мгм. И я всех, задохнусь щас. да, Нормально я задумалась. всех прошу носить маски, потому что, правда, сейчас всех немножечко, ну, все устали, понятно, что от этого цейтнота, от беспокойства, от тревожности. Но нет, не время сейчас расслабляться, оставлять ношение масок, использование антисептиков и так далее. Я ведаю, што Андрэй Стрыжак так захварэў на каранавірус, перахварэў ім, не заўважыў гэта. У вас шмат супрацоўнікаў, ну, валанцёраў захварэлі каранавірусам? Ну, у нас в какой-то момент к нам Виктор Прокопеня обратился и привез нам тесты, экспресс-тесты на коронавирус. Мы протестировали всю команду, и на тот момент только у Стрижака были антитела, у всех остальных все по нулям. То есть вот те меры безопасности, которые мы предпринимали, они сработали, несмотря на то, что мы ездили там 3 месяца по больницам, и фактически все мы были контакты первого уровня. Несмотря на это, вот предприняли меры, и никто не заболел. Да, то есть соблюдение простых правил, вот этих гигиены, ношение маски, расстояние, дистанция, они дают очень хороший результат. Пожалуйста, носите маски. Я нагадаю, што гэта жывы эфір Еўрарадыё. Нашы сённяшнія госці, валанцёры кампаніі «Байковід-19», Андрэй Ткачоў, Анастасія Дробыш. Кампанія 26 чэрвеня завяршыла актыўную фазу сваёй дзейнасці, але гэта зусім не канец, і як заўсёды пісаў Андрэй Стрыжак, так, працуем далей. Да, работаем дальше. Так, і яшчэ я хочу сказаць, што нас можна глядзець у Фейсбуку, у Аднакласніках, ВКонтакце, у Твиттары, у Тэлеграме, і вы пад гэтым відэастрымам можете пакідаць пытанні для нашых гасцей, адкажам на ўсё, правда? Так, Стараемся. глядзіце, ці вось усе у вашай кампаніі ад пачатку як бы сур'ёзна ставіліся да навін, што каранавірус гэта небяспечна, ці ўсё ж нехта ўжо так з досведам прыйшоў да гэтай высновы? Ну, смотри, все, кто пришли в команду, они, конечно же, понимали всю серьезность, иначе бы они не пришли помогать. У меня, например, очень разделился круг общения до коронавируса и после. То есть я очень сильно почистил людей, потому что я видел абсолютно несерьезное отношение, вплоть до того, что некоторые открыто топили за то, что коронавирус — это фигня, люди, чего вы носите маски и так далее. Хотя, когда ты работаешь в этом, ты каждый день сталкиваешься с этими проблемами, ты видишь действительно масштаб вот этой эпидемии, ты понимаешь, что все очень серьезно. К сожалению, в наших государственных СМИ это не настолько активно освещалось, и у многих людей сложилось ложное впечатление о том, что коронавирус — это так, грипп легкий, сезонный. Вот. Это не так, это не так. Очень много людей. Вот буквально сегодня была новость о том, что умер Так, известный спортсмен, да, пауэрлифтер, Да. 39 лет. Да, и на самом деле это не только история там людей пожилых с какими-то кучей сопутствующих заболеваний. Болеют молодые, умирают молодые, и не нужно расслабляться. Вот, нужно продолжать соблюдать вот эти все меры безопасности. Они на самом деле очень простые. То есть тут социальное дистанцирование, мыть ручки, носить маски, где это нужно и так далее. Слухайце, ну, зразумела, што, па-першае, да гісторыі гэтай з ковідам зараз менш увагі, таму што сапраўды лета, сапраўды людзі стаміліся, сапраўды ёсць яшчэ адна важная праблема, гэта выбары зараз, праўда? З іншага боку, здарылася блакіроўка маламола, і я так разумею, што гэтыя ўсе фактары паўплывалі на тое, каб вы вырашылі ўсё ж закрываць кампанію, так? Ну, да, на самом деле невозможно все время держать фокус внимания на какой-то одной проблеме. То есть коронавирус, так он был на пике информационной волны, там сколько, 3 месяца, 4. И люди начали уставать от этих каждодневных новостей, начали относиться к этому абсолютно, ну вот вспомните, когда были первые случаи, все люди были в панике, пустые абсолютно улицы, абсолютно пустые магазины, торговые центры.
Сейчас, вот когда была там официальная типа волна, когда регистрировалось там по 1000 случаев уже каждый день, люди абсолютно расслабились, и никто не соблюдал этих мер. Собственно, блокировка мола это стал один из пунктов, потому что не только от молы у нас шли ресурсы. Вот. Ну, то есть это, конечно, повлияло так или иначе, но сказать о том, что это был главным фактором, нет. То есть, Да, нашу деятельность это не заблокировало. Но и я хочу отметить, что на самом деле обеспеченность средствами индивидуальной защиты стала лучше. Ведь не только Байковид работал. То есть очень много бизнесов откликнулись, которые работали с Минздравом через распределительный центр. То есть поставок было много. И действительно стало получше. Но это не значит, что так будет все время, потому что сейчас во всем мире рекордное количество заболевших. Рекордное просто. Опять будет, скорее всего, дефицит, я так подозреваю. Возможно, да. Вот, поэтому ну, вот эти все факторы, да, и то, что, в принципе, такого прям горящего уже ничего нет. Голыми, как вначале, никто не заходит, скажем, в ковидное отделение. Есть уже что надеть. Плюс сместился фокус внимания, плюс люди устали. И Ну, и вы так само стомились. Да, мы. мы устали. Ну, мы изначально были, как говорится, отряд быстрого реагирования, да, и невозможно уже 3 месяца тушить этот пожар. То есть мы были очень оперативны и могли в самом начале достать и купить то, что невозможно было нигде купить. Был жесткий дефицит там респираторов. Их невозможно было нигде купить. А то, что продавалось по сумасшедших спекулятивным ценам, то есть цена одного респиратора доходила там до 45 рублей, хотя до этого он стоил 6 рублей. Сейчас появилось очень много поставщиков, и цены на рынке немножко выровнялись. То есть, например, тот же респиратор уже можно купить там за 9-10 рублей. Поэтому ситуация со средствами защиты действительно выровнялась, рынок немножко все это выровнял, но вот как-то так. Ну и врачи уже тоже сами. Да, на самом деле. врачи научились немножко с этим работать, работать. они выработали определенные протоколы лечения. То есть, если изначально они вообще не знали, не понимали, как к этому подходить, как лечить, там, как использовать эти средства защиты, то сейчас они уже вошли в этот режим. Ну и плюс-минус что-то как-то справляются. Вы, наверное, видели наш классный проект еще со шлюзами в больнице. Так, натурально. Да, Рома Свечников со своими ассистентами реализовали его. То есть это тоже, вот, например, сыграло не последнюю роль в том, что средства защиты дезинфицируются лучше, их можно дольше использовать, и защита лучше, соответственно. Слухайте, у Байковід была яшчэ такая ініцыятыва псіхалагічнай дапамогі лекарам, так? Але яна чамусьці правалілася. Ну, можна сказаць, чаму гэта здарылася, і ці вам самім за гэты час працы патрэбны былі псіхолагі, і ці звярталіся вы да іх? Ну, тут невозможно сказать, что она прям совсем провалилась, да, то есть изначально был запрос от медиков на психологическую помощь, потому что они работали фактически в режиме боевых действий нон-стопом. И это сумасшедшая психологическая нагрузка, мы это узнали даже по себе. То есть, когда мы там первый месяц работы, это было очень тяжело психологически. Ты находишься в режиме постоянного стресса, там 24 часа в сутки, спишь по несколько часов, и ты не понимаешь, что будет дальше. Вот эта неизвестность, она очень сильно пугала. Мы организовали эту службу психологической помощи. К сожалению, она не пользовалась прям очень большой популярностью среди медиков по нескольким причинам. Во-первых, медики — это люди достаточно циничные, да, и люди, которые привыкли справляться со стрессами там, своими какими-то способами. Вторая причина — это у нас в обществе нет вот этого, скажем так, правила, привычки обращаться за психологической помощью. То есть люди как-то там где-то справляются, там, с друзьями разговаривают, там, с семьей и так далее. Ну и что там еще, какой фактор, возможно, был? Ну, фактор, возможно, какой был. Скорее всего, насколько нам известно, что не разглашение же есть, то есть истории болезней и так далее, а скорее всего, что докторам хотелось именно обсуждать какие-то там течения болезни, может, как они борются за пациентов, а это уже особо не проафишируешь. Да, но служба прекрасна. На самом деле на нее были звонки, конечно, те, кто отваживались.
И наши специалисты сработали. Спасибо им большое. Очень много психологов, психотерапевтов откликнулись. И Наде Лючик в первую очередь спасибо, потому что это она вот все это протолкнула, развила, тянула. И на самом деле она на паузе. Если понадобится, то есть мы можем всегда включить. Вот. А самі зверталіся до псіхолога цягам гэтых 3 тыдняў? Ой, Да. 3 месяцаў, да? Да, Давайте, да. давайте. Да, нам тоже помогают психологи. Спасибо им огромное. И на самом деле, потому что нарушился сон у всех. От такой стрессовой ситуации, от количества контактов даже, там, действий, которые каждый день приходилось совершать, со сном у всех, практически всей команды были проблемы. И нам помогли, и всех уже все гораздо лучше. Ну, у меня была история даже, наверное, не с психологом, а с моим личным психологом. Это Ким Мазур, наш волонтер. Да, к сожалению, когда случилась эта трагедия с нашими ребятами, я прям, ну, наверное, так тяжело мне в жизни никогда не было. Я, пожалуй, никогда не терял в жизни настолько близких людей. Это мне выбило просто на несколько дней из колеи. И я там сидел на определенных там препаратах успокоительных. И вот несколько дней подряд Ким каждый день приезжал ко мне, мы с ним просто разговаривали, ходили, гуляли. Ну, собственно, это мне очень сильно помогло. Ну, я там читала, так, что вы рыдали. Да, Так да, само да. была да. такая справа. Несмотря на то, что ты вроде такой весь брутальный, циничный и суровый, в какие-то моменты ты просто ломаешься. Ты просто ломаешься, и все. И хочется вот забиться в уголок, вот так вот скрутиться и поплакать. С вами так само такое было, Анастасия? Я меньше с ребятами контактировала, да, но и я сразу обратилась за психологической помощью. Меня очень напугало состояние Андрея, честно скажу, потому что его пришлось буквально откачивать тогда. Вот это меня напугало гораздо больше, потому что когда действительно такой сильный, большой, добрый человек и вдруг в таком состоянии, это пугает. Слухайте, а вы можете згадаць вось свае першыя ўражанні пра тое, як упершыню павезлі нейкую дапамогу ў бальніцы? Вообще, когда начинали, мы так относились к этому, возможно, не сильно серьезно, да, то есть вообще никто не рассчитывал, что это все затянется там на эти 3 месяца. Я думал, что это там неделя-2, мы где-то что-то кому-то поможем, а дальше уже государство включится и все раскрутится, маховик помощи. Но, к сожалению, так не произошло, и были действительно такие случаи, когда мы приезжали в больницу, и только там понимали всю серьезность ситуации, когда тебя там, говорят, проводят через какое-то приемное отделение, а ты видишь огромное количество людей, ты видишь просто вереницы скорых, которые подъезжают, и ты такой, офигеть, это как бы, вот это не новость, это вот жизнь. И ты видишь этих там кашляющих людей, и ты такой, хорошо, что у меня респиратор, побыстрее убежать оттуда. Вот, поэтому действительно, когда ты сталкиваешься с этим каждый день, ты, понимаешь всю серьезность. А когда ты просто видишь где-то в интернетике, ты думаешь, что это где-то, но не про меня. И люди начинают понимать всю серьезность только тогда, когда заболевает там кто-то из их близких, родных, там кто-то умирает и так далее. Так, ёсць такое. Слухайце, зразумела, што было вельмі шмат суму, і, напрыклад, так звонку, вось, напрыклад, мы там чыталі гэтыя ўсе вашыя справаздачы пра тое, што адбываецца, так, гэтыя вялікія спіскі таго, што вы адвезлі там па розных кутках Беларусі, так, і ўсё адно складвалася такое ўражанне, што вам сапраўды вельмі цяжка, што вы там такую нейкую вельмі складаную працу выконваеце, але вы ж все людзі, і, напэўна, былі нейкія кур'ёзныя сітуацыі, і вы и жартовали так само при этом, при всем. Конечно, да. Тут без юмора никуда, иначе мы бы просто выдохлись. Тут у нас юмор стал практически как у врачей. То есть мы стали понимать вот этот черный врачебный юмор, без которого никуда. Журналистов подобный, правда. Да. Вот, то есть было много действительно курьезных случаев. И вот я сейчас вспомнил историю, когда к нам приехал на склад какой-то мужик, и говорит, слушайте, ребята, он был транспортный волонтер, говорит, ребята, чем вам можно помочь? Мы такие, а что ты умеешь? Мы говорим, он говорит, а я могу копать. Мы такие, не, мужик, подожди, пока рано. Вот. Таких курьезных случаев. На самом деле каждый день что-то происходило, и только юмор помогал
Ну, и решить что-то, и скажем, чтобы попустило тебя там на этом не Да, у нас есть чатик «Флут» фикситься. отдельный, то есть у нас есть там 22 рабочих чата, из них один чат это посвящен вот всякой такой черняге, юмору и так далее. То есть без него было бы грустненько немножко. Натуральна, што гэтыя 3 месяцы вы ніхто, я так разумею, ну большасць з вас, напэўна, не займаліся сваёй асноўнай працай, так? Былі пастаўлены на паўзу нейкія справы, былі вы выключаны з нейкіх, можа, там уласных стасункаў, асабістых стасункаў. Вось наколькі зараз цяжка да гэтага ўсяго вяртацца, да звычайнага жыцця? Анастасия. Ты же Ну не ладно, работал. Хорошо, да, история про то, что каждый волонтер уделял столько времени, сколько мог. То бок не было такого, что вот целый день вы занимались Нет. только волонтерством? У всех по-разному. То есть моя, например, степень погруженности 100%. То есть я 100% времени посвящал этому волонтерству и ничем другим практически не занимался. То есть у меня было там в неделю несколько часов свободного времени, когда я консультировал людей там по тренировкам, нутрициологии, питанию и так далее. Ну, то есть с этого я там какой-то минимальный доход получал. Плюс у меня была там какая-то подушка безопасности. И очень снизились мои расходы. То есть я прям сильно пересмотрел свою жизнь, свои расходы, и фактически, ну что, там аренда квартиры $250, там сходить в магазин и все. Да, переоценка ценностей, кстати, произошла, мне кажется, у всех. Прям очень пересмотрели все. Именно свое потребление в первую очередь. А во-вторых, ну, на самом деле, вот простая истина, лишь бы были все живы и здоровы. То есть нам не раз уже это все в этой компании мы это видели, прочувствовали. На самом деле особо никто не выпадал прям вот из социальной жизни. Все ввели какой-то свой там семейный какой-то, да, обычный быт. Но с работой основные координаторы, да, были погружены на 100%. Потому что просто по-другому ты ничего не сделаешь. Либо там у тебя будет в работе провал, либо здесь. И сейчас потихоньку возвращаемся в работу. То бок атрымліваецца, што, ў прынцыпе, хто працаваў на такой нейкай там стабільнай працы, той ўсё ж заставаўся працаваць і часткова вам Ну, у дапамагаў. всех же разные были работы. То есть, например, у кого-то была работа парализована в силу того, что, ну, эпидемия, так, да? То есть, например, общепит какой-то. Да. У меня, например, тренерская история, ну, зал как не закрывался, так он и продолжает работать. И фактически, ну, я могу в любой день туда прийти, вернуться, но я понимаю, что сейчас эпидемия, и она не идет на спад совершенно. И я вот прям завтра не приду в зал. І не варта хадзіць асабліва. Да, да. Поэтому, ну, ищу какие-то альтернативные пути. Вот инстаграмчик, да, приносит там минимально там за рекламу что-то, там бартер, там такси, например, там кто-то кормит тоже за рекламу и так далее. Слухайте, ну тут є же ще така гісторія ёсць у вас, што людзі збіралі грошы, так, і што як бы вы мусіце за гэта ўсё дзяржаве выплаціць нейкі падатак, так? Ну, тут очень такой вопрос тонкий, потому что технически, да, то есть все это шло, ну, часть сбора, и было несколько сборов, сбор мой и сбор стрижака на Мола-Мола. Они шли на личные карточки. То есть технически это может засчитаться как личный доход. Но на самом деле, когда мы отчитаемся перед налоговой, мы покажем, что все суммы, все эти деньги пошли сугубо на помощь врачам, и ни копейки нам не осталось. Мы будем писать письмо, Запрос, да. запрос о том, чтобы нас освободили от уплаты налогов в связи с тем, что вот эта вся сумма полностью ушла на помощь медикам. Да, на благотворительность. Ну, мы попробуем. Думаеце, улады пойдуць на гэта? Ну, будем вот так вот пальчики держать, чтобы это сработало. Да. Потому что будем иначе надеяться. там получается достаточно внушительная сумма, на которую я и Стрижак попадем. Ну, зноў будзем все збірацца. И еще раз платить налог тогда с суммы этого У нас же сбора. ўжо як бы так беларусы за гэтыя апошнія паўгода, мне падаецца, так вось проста салідарызаваліся як ніколі. Ну, дарэчы, вось дапамога, так, валанцёрства это ж все ж дапамога, это нейкі такі стан, калі ты просто сабе кажаш: блин, я не магу не дапамагчы, так? Вы чакалі, што увогуле беларусы настолькі, ну, салідарная нацыя, настолькі нейкая сплачёная?
Ну, в первые вообще недели я просто офигел от той волны поддержки и солидарности, которая шла от обычных людей. То есть мне в директ сыпались сотни сообщений с предложениями о помощи. Как помочь, что сделать там и так далее, куда там скинуть деньги. То есть мы очень быстро там запустили сайт, эти сборы и так далее, чтобы вот эту волну как-то направить в нужное русло. И, ну, всегда была такая история, что нам внушали, что белорусы, моя хата с краю, да, все такие померковные, никто ничего не делает. Но действительно, последние полгода показали то, что белорусы — это действительно очень крутая нация, которая готова сплотиться в случае там какой-то угрозы или необходимости. И вот история с ковидом очень показательна. Потому что, ну, такой волны никто не ожидал на самом деле. И, Мы сами не ожидали. да, мы просто вот сидели иногда, блин, да ладно, так бывает. То есть ты очень много компаний, очень много бизнесов включилось. То есть, хотя, казалось бы, им с этого никакой выгоды абсолютно. То есть это они делали тоже на каких-то благотворительных началах. Поэтому, ну... Ну гэта ад чаго адбылося? Ад таго, што беларусы зразумелі, што ну, ніхто калі не мы, таму што яны ўсё ж не так давяраюць уладам, гэта ад гэтага залежала? Ну, а кто... Ну, что такое государство? Это прежде всего люди. Люди, которые живут, и это каждый из нас. То есть это невозможно все время пенять на государство и говорить о том, что вот, только государство должно что-то делать и помогать. То есть каждый может что-то делать, и каждый может помочь. Поэтому... Очень многие из тех людей и бизнесов, которые откликнулись сейчас, они и до этого помогали. Но помогали тихо, там, детским домам, приютам, домам ребенка, жертвовали на лечение за границей детское там, и так далее. В большинстве случаев, там, я уверена, что это 90% тех, кто сейчас откликнулись, они делали это просто тихо, скромно. И вот о том, что их так много, нам вот помог узнать Байковид. Да, верно. Ну так. Очень большую поддержку диаспора нам оказала. Огромную, вообще колоссальную поддержку. И они и приборы нам поставляли, и очень большие суммы денег собрали. То есть белорусы, они везде хороши, в любой точке мира. Это прыемна чуць. Слухайце, ну вось і такі момант, так, вось усе задаваліся пытаннем, маўляў, калі немагчыма дастаць нешта, а вы даставалі, калі былі закрытыя межы, правда? Вот як у вас гэта атрымлівалася? Это магия. Это немножко магии Хогвартса, да. Тут приходилось доставать волшебную палочку и творить чудеса. Ну, всегда есть люди, которые готовы помочь и что-то сделать. Вот. Поэтому... Добра. Глядзіце, зараз у сацыяльных сетках так, под постами про тое, што вы завяршаеце працу. Шмат хто піша, што вы сапраўдныя героі Беларусі, так? Вы адчуваеце сябе героямі? Ці кім вы себя отчуваете у этой всей ситуации? Ну, мое мнение всегда было по этому поводу, что герои были в ситуации с ковидом, это те врачи, которые без защиты, без должной защиты шли лечить людей. Да, то есть были врачи, которые отказывались это делать. То есть невозможно говорить о том, что все врачи герои. Нет, это не так. То есть были действительно врачи, которые отказывались идти, и обвинять их в этом невозможно, потому что врач — это не солдат. Он не давал присягу и не должен умирать там за свою страну. Поэтому, ну, когда была действительно эта ситуация, что нет защиты, но нужно идти лечить людей, и именно те врачи, которые вот это делали, они для меня прям настоящие герои. То есть мы, по сути, сказать, что мы рисковали жизнями, нет, мы не рисковали жизнями. То есть, а врачи это делали осознанно. Ну, то есть для меня вот они герои прежде всего. Для всех нас. Ну, я ответил за себя. Для всех нас, да. Я думаю, что мы как-то даже у нас никогда не поднимался вопрос такой, герой ли мы. Каждый делал то, что он не мог не делать. Тут вот скорее такое. То есть никто не думал, что вдруг за меня это кто-то сделает. Да? То есть все, кто пришел, все знали, что если я это не сделаю, возможно, никто другой этого не сделает. И все. Ну да, у меня тоже часто вот пишут, вы герои, вы герои. Ну, а я действительно не понимаю, как можно иначе. Ну, то есть, когда у тебя есть возможность помочь, то ты помогаешь. Вот и все. Ну, то есть, это истина. Это вот аксиома. То есть, меня так воспитали, я по-другому не могу. Я всегда помогаю. То есть, это не то, что я вот прямо сейчас проснулся и такой вот молодец. То есть, и до этого мы ездили там по детским домам, помогали и так далее. То есть, была куча вариантов, как приложить на практике свое вот это желание помогать. Ну, тут вот ковид.
И мы тут как тут. Слухайте, ну далей што будзе, я памятаю, мы з Андрэем Стражаком размаўлялі таксама ў эфіры, і ён сказаў, што гэта вось каманда мары, і вельмі хочацца, каб далей яна працягвала існаваць і зноў рабіла нейкія такія цуды для Беларусі, так? Я чытала, што вы там марыце пра нейкі фонд. Да, Фондов сапраўды мало, и было бы добро, напевно. Ну, к сожалению, да, в Беларуси это не так просто сделать, зарегистрировать какой-то фонд и оформить юридическое лицо, там, НКО и так далее, иначе мы бы это давно уже сделали. То есть это такой процесс не быстрый, ну, вот я вот хочу двигаться в этом направлении, действительно, потому что команда с очень высоким КПД, очень много связей осталось и есть, и там в госструктурах, и в бизнесе, и так далее, и так далее. То есть если это все объединить и приложить в какой-то фонд, то это получится очень-очень что-то крутое. Да, так и есть. У нас есть такой план даже, можно сказать, что на этом не останавливаться. Но сейчас, скорее всего, вот мы еще, у нас есть необходимость доставки оборудования, а потом мы, скорее всего, попробуем немножечко отдохнуть, если получится. Хотя бы недельку. Да. А после этого будем уже включать голову, скажем так, составлять какие-то планы, таймлайны и так далее. И хотелось бы, потому что команда, правда, потрясающая. И я уже говорила где-то в интервью, еще раз повторю, что вот так это была бы, вот если нас всех вместе взять, была бы очень странная компания. Вообще непонятно, что этих людей могло бы объединять. А вот в этом контексте получилась потрясающая команда. Слухайте, ну вот у пятницу уже шмат хто напісаў, так, што вось актыўная фаза дзейнасці завяршаецца. Ці пазванілі вам дактары, ці пазванілі вам з Мінздароўя і сказалі: слухайце, хлопцы, дзяўчаты, дзякуй? Ну, звонить-то не звонили, но мне в личку, например, очень много написало медиков, которые, ну, спасибо, ну, и действительно мы оказались в нужный момент, в нужное время, там, где это было нужно. А я много коммуницирую с Министерством здравоохранения, как раз с распределительным центром. Да, даже была нотка грусти, что ребята, как это? Все же хорошо было, вы же работали, все же... То бок все ж оставайтесь, оставайтесь. Ну, история про то, что работали, это все-таки люди получают какие-то деньги. Ну, тут нельзя забывать о том, что люди 3 месяца на голом энтузиазме, и даже там самые какие-то классные и толстые подушки безопасности. Они все закончились. Да, они все уже закончились, и нужно как-то все-таки искать, за что жить. Ну, слухайте, ну окей, далейшыя ваши дзеянні, яны ўсё ж будуць звязаныя з тым, каб камерцыялізаваць сваю дзейнасць вось гэтую. Ці, ну, нейкі адсотак, напрыклад, ад збораў ішоў усё ж вам Есть разные механизмы существования фондов, но, безусловно, то есть идеальный вариант — это когда это трансформируется действительно в фонд, и люди получают там какую-то все-таки зарплату за то, что они делают. Вот. Ну так. Добра, што ж, дзякуй вялікі, што вы да нас прыйшлі. Всегда, пожалуйста. Спасибо, что позвали, еще, да. зовите. Ну, дарэчы, мне просто кажуць, што яшчэ рана. Давай еще. А можно мы давай. про аукцион Конечно, расскажем? давайте. Давай. О, дарэчы, так, я паглядзела, яшчэ ёсць гадзіннік чырвоненькі, такі можна набыць. Да. У нас нет, у нас эксклюзивный, у нас корпоративный цвет наш, вот этот зелено-бирюзовый. Такі вось як наши. Да, точно, да. И Минский часовой завод «Луч» для нас выпустили 20 единиц эксклюзивных, пронумерованных, «Час допомагать». Почему мы это сделали вообще? Потому что мы хотели отблагодарить тех, кто помогал по всей Беларуси. Просто, допустим, это журнал «Имена», не журнал, вернее, фонд «Имена», да, а Минский хакерспейс, который первый включился в щитки, в производство их, другие всякие площадки в Гродно, Гомеле, Витебске, Могилеве и так далее, кто предоставил, вот точно так же, как галерея У здесь у нас огромный хаб нам предоставил. Конечно, их всех хотелось отблагодарить, и нам, мне кажется, с блеском с этим аукционом это удалось. Борьба была нешуточная. А який самый лот самый был такие великий? Ой, какой же у нас там был? Там что-то около... Ну, в сумме у нас сколько получилось? Почти 10 тысяч. Почти да. 10 тысяч. Да, при начальной стоимости часов 69 рублей. Так.
Ну, зараз висновок є, що можна набити тільки з червоним ремінчиком за 69 рублів. І там написано «час допомагати». Да, ну, у нас все равно ексклюзивчик. Добре. Дякую вам велике. Уже зараз докладно. Докладно? Це Андрей Работаем Ткачов, дальше, да, Анастасія как говорится. Дробиш, волонтери Байка від 19. Дякую вам велике за вашу працю. Спасибо Дякую. вам. Щасливо.